Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Икшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба представил правительству исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганба. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов Абхазии. В преддверии Дня Конституции Абхазии в средней школе номер 3 города Сухум прошел интеллектуальный конкурс среди учащихся старших классов «Умники и умницы». Согласно указу исполняющего обязанности президента Бадры Гунба, исполняющим обязанности премьер-министра назначен Валерий Бганба. В пятницу Бадра Гунба представил членам правительства нового исполняющего обязанности главы Кабмина. С 2002 по 2006 годы Валерий Бганба руководил Гагарским районом, был депутатом Народного собрания. В 2012 году уже в парламенте 5-го созыва Бганба был избран спикером парламента. В мае 2014 и в 2020 году исполнял обязанности президента страны. Дважды был назначен премьер-министром Абхазии, награжден орденом Ахисапша второй степени. Представляя членам правительства нового исполняющего обязанности премьер-министра, Бадра Гунба отметил, что Валерий Бганба не раз возглавлял кабинет министров, а также был спикером парламента. Вы его хорошо знаете. Валерий Рамшукович не раз возглавлял и правительство, и был спикером, и в непростые сложные времена возглавлял и страну. Я надеюсь, уважаемые коллеги, на совместную плодотворную работу. Серьезные задачи сегодня стоят перед правительством. Исключительно совместно, используя свой опыт, профессионализм, нам необходимо решать все эти задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной. На правительство легла большая ответственность, поэтому мы должны выполнить все обязательства, которые несем перед государством, отметил исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба. Мы должны довести страну спокойно до выборов, чтобы народ мог выразить свое волеизъявление. Поэтому нам необходимо каждый на своем месте приложить все усилия. Мы должны выполнить все те обязательства, которые несем перед государством, и в бюджетной сфере, и в энергетике, и во всех отраслях. У нас есть четкий закон о выборах, где каждый имеет свои какие-то обязательства. Наша задача – это подвести, помочь, организовать. По поручению Бадры Гунба совместно с Минфином, Министерством по налогам и сборам и таможенным комитетом были изысканы средства и оплачен переток на неделю. В рамках исполнения ваших вчерашних поручений нами были изысканы средства для оплаты очередной части коммерческого перетока электроэнергии. И мы проплатили коммерческий переток до следующей пятницы. То есть на неделю у нас есть финансовое обеспечение коммерческого перетока. Вот. Также дальше будем докладывать оперативно по текущей ситуации. Задача по изысканию средств для оплаты по-прежнему стоит. Мы консолидируем все имеющиеся возможности, как бюджетные, так и внебюджетные, и делаем все необходимое для того, чтобы не оставить наше население без электроэнергии. Необходимо, значит, усилить работу по собираемости, работу, значит, направленную на информирование населения. Джансух Эдуардович, держу этот вопрос под личный контроль. Да. О состоянии бюджетной системы доложил исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба. 4-й месяц Абхазия обеспечивает замещение российской финансовой помощи по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Объем этих расходов составил на сегодняшний день 398 миллионов рублей. Судя по всему, последние выплаты как за ноябрь, так и за декабрь тоже придется делать за счет собственных средств. Ну, такие пока такие прогнозы есть. Вот. Мы на этом уровне поставили приоритетность наших расходов. О чем сейчас говорил Джансух Эдуардович, если в цифрах, то средства только республиканского бюджета в текущем году
были направлены на поддержку энергетической отрасли в объеме 360 миллионов рублей. И к этой сумме можно добавить еще 200 адресные целевые средства российской финансовой помощи. Итого 560 миллионов рублей, из которых у нас 285 пошли на средства, направленные на приобретение коммерческого перетока. Были привлечены заемные средства, кредиты Национального банка, краткосрочные, с погашением обязательств декабрь, февраль и март месяц. На сегодняшний день вот такой объем направлен. Это только ресурс республиканского бюджета. В текущем году еще подключились к финансовому обеспечению по приобретению коммерческого перетока бюджет Гагарского района, там 70 миллионов рублей, бюджет Сухумского района 100 миллионов рублей. В общем, в целом очень масштабные расходы направляются на эти цели. Что хотелось бы сказать, если у нас в таком же режиме будет проходить дальше, то у нас встанет группа риска такая, что расходы на заработную плату тоже попадут под уровень несвоевременного, пока несвоевременного, возможно, финансирования. Но для этого все делается. Вчера Бадр Зуравович проводил совещание среди главных администраторов, которых является и Государственный таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам. Ну, как обычно, как и всегда, будут прилагаться все усилия по администрированию доходов. На 20 ноября в бюджет страны поступило 5 миллиардов 600 миллионов рублей налоговых платежей при плане 4 миллиарда 986 миллионов рублей. На 20 число в бюджет страны поступило 5 миллиардов 600 миллионов рублей при плане 4 миллиарда 986. За 20 дней ноября в бюджет поступило 324 миллиона. Мной даны указания по всем районам, усилена работа, выставляем инкассы. Работа ведется, и бюджет, плановые показатели, они практически уже выполнены, но перевыполнение будет, работаем в этом направлении. Задолженности много? Да, долги есть. Ну, а что не собираем? На инкассу выставили. Собираем, вчера. инкассу выставляем. Да. Текущие долги у нас где-то 300 миллионов на сегодняшний день. Это то, что мы ожидаем, они выплатятся. Есть нереальные к взысканию, есть проблемные Что такое долги. нереально, объясните? Это долги, которые идут с 16-го, с 17-го, с 18-го Уважаемые года. коллеги, их Да. надо списывать, если нереально. О чем вы их держите? Полномочия у Министерства по налогам. Есть парламент. Налоговая, инкасса, все методы, механизмы необходимо применить, чтобы собираемость была максимальная. То, о чем Валерий Рамшухович сказал, я позволю себе не согласиться, никаких списаний долгов. Мы один раз начнем списывать долги, это будет примером и показателем того, что можно не платить долги, и потом это рано или поздно спишут. Все, что должны люди государству, бизнес должен выплатить. Также о текущей работе отчитались руководители ГТК, Минздрава и Министерства социального обеспечения и демографической политики. Финансирование всех выплат социального характера по линии нашего министерства за ноябрь месяц завершены. И завершены они без задержек и профинансированы в полном объеме. Это в том числе пенсии на общую сумму 136 миллионов 300 тысяч рублей за счет средств пенсионного фонда и пособия, в том числе многодетным семьям, одиноким матерям, на общую сумму 17 миллионов 853 тысячи рублей. Это за счет средств республиканского бюджета. На сегодняшний день задолженности по выплатам нет. Минздрав Республики Абхазия работает в штатном режиме. Были небольшие сложности с поступлением плановых больных в лечебные учреждения Российской Федерации. Несколько лечебных учреждений переговорили. Эти вопросы сняты на определенный период времени. Есть определенные задолженности.
будем, наверное, обращаться в рабочем порядке и попросим содействия в этих вопросах. На данный момент все пациенты, которые нуждались в плановой госпитализации в лечебном учреждении Российской Федерации, они госпитализированы. Те, кто были в пути, они тоже доехали до лечебных учреждений. С ними постоянно идет связь, никаких проблем на данный момент нет. По состоянию на 22 ноября текущего года объем начислений таможенных платежей составляет 3 миллиарда 640 миллионов рублей. План годовой за 2024 год составлял 3 миллиарда 526 миллионов рублей. Выполнение идет на 103% на сегодняшний день. То есть годовой план мы уже выполнили на сегодня. Сумма перевыполнения составляет 113 миллионов рублей. До конца текущего года прогнозируется объем начисления таможенных платежей в размере порядка 400-450 миллионов рублей. До конца ноября где-то мы ожидаем до 100-150 миллионов рублей, а декабрь месяц где-то в пределах 370 миллионов рублей. Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по репатриации Вадим Харадя поинтересовался у ИО министра внутренних дел, как проходит расследование инцидента, связанного с угрозами в адрес Али Куджба. Роберт Киут отметил, что проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к инциденту. Сейчас занимаемся, все необходимые оперативно-розыскные мероприятия намечены. Все необходимое для установления лиц, кто туда прибывал, делаются, так что без реакции эту ситуацию мы не оставили, занимаемся. Бадра Гунба дал всем руководителям министерств и ведомств соответствующие поручения. Все свои усилия направляем на способность нашего государства, на жизнедеятельность нашего государства. Очень важный, сложный период. Все нацелены на работу, не поддаваться ни на какие провокации, находиться на местах. Вы знаете, что через 3 месяца будут выборы президента, и мы должны этот период пройти очень спокойно, достойно. Что касается тех сложностей, которые сегодня перед нами, это в первую очередь энергетика. Джансух Эдуардович на постоянном контакте, вырабатываете предложения по увеличению собираемости, в том числе Министерство финансов. Значит, необходимо аккумулировать средства. Мы знаем, что за переток надо будет платить до конца года. Это сумма примерно 600 миллионов. Так? Чуть меньше уже, да. Надо мобилизировать все силы. Бадра Гунба призвал членов правительства не поддаваться на возможные провокации, а сконцентрироваться на работе. Лаура Капш, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов Абхазии. В работе совещания принял участие руководитель администрации президента Бестолом Гварчия. Подробности в материале Алики Трапш. Исполняющий обязанности главы государства Бадра Гунба поручил руководителям районов обеспечить бесперебойное функционирование местных органов самоуправления и организации жизнеобеспечения. Главы районов и городов сообщили, что все работают в штатном режиме. Все структурные подразделения работают в штатном режиме. Все служащие администрации города Сухум, также все находятся на рабочих местах, выполняют поставленные задачи. Все школы, детские сады обеспечены всем необходимым. В принципе, сам аппарат администрации работает как положено, своевременно принимает необходимые заявления, просьбы и так далее. То есть оказываем услуги, в принципе, в штатном режиме. Администрация работает в штатном режиме, как и было, текущие работы проводятся, никаких задержек в учреждениях или в хозяйственных частях нет. В районе тихо, спокойно, все главы работают, в селах, в поселках занимаются своей работой, своими обязанностями. В селах все главы на своих местах, горслужбы работают нормально. Была проблема у нас с больницей, с поставками горючего. Вчера, слава богу, районное собрание провело сессию, там ввели какие-то изменения в бюджет, то есть все будет в рабочем порядке сделано. Исполняющий обязанности президента отметил необходимость усиления работы по собираемости задолженности за электроэнергию. Простая ситуация у нас с энергетикой. Мы изыскали средства на неделю, оплатили переток.
но сложности все еще остаются. Пользуясь случаем, благодарю администрацию Кагырского района и администрацию города Сухум, которые помогли нам в том числе с вопросами по изысканию средств за оплату перетока. Нам нужно будет провести разъяснительную работу среди населения. Я знаю, что это работа не за вами, это работа за Черноморэнерго и ее структурными подразделениями. Но все-таки вы, как руководители на местах, должны будете провести эту работу. Учитывая текущую ситуацию, для нас важно, чтобы население не осталось без электроэнергии. В этом смысле надо будет усилить нашу работу. Что касается выплат по заработной плате, выплат социальных пособий районных, я так полагаю, что никаких проблем нет. Все обязательства районных руководителей администрации выполнены. В связи со сложившейся политической ситуацией в стране Бадра Гунба призвал всех глав районов не поддаваться на возможные провокации и добросовестно выполнять свои функциональные обязанности. Аля Катрапш, Руслан Квициня, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба провел совещание с членами Кабинета министров. Обсуждались вопросы выполнения бюджета, выплаты заработной платы бюджетникам, а также вопросы, связанные с оплатой коммерческого перетока электроэнергии из Российской Федерации. Вопросы энергетического обеспечения населения также обсудили на встрече с исполняющим обязанности вице-премьера, министром энергетики и транспорта Джансухом Нанбой и гендиректором Черноморэнерго Тимуром Джинджолия. На встрече с Джансухом Нанбой и представителями топливных компаний «Азид» и «Алхан» обсудили вопросы обеспечения страны топливом. Актуальные вопросы двусторонней международной повестки обсудили исполняющие обязанности замглавы МИД Абхазии Одиссей Бегвава и посол России в республике Михаил Шургалин. Стороны подтвердили намерение укреплять межгосударственное абхазо-российское взаимодействие, развивать сотрудничество во всех сферах. В Генеральной прокуратуре Абхазии прокомментировали высказывания депутата парламента Кана Кварча, сделанные накануне на заседании Координационного совета. Кан Кварча подверг резкой критике работу Генеральной прокуратуры и генпрокурора. В частности, были предоставлены доказательства, опровергающие выдвинутые обвинения. Смотрите брифинг начальников управления генпрокуратуры сразу после новостей. В преддверии Дня Конституции Абхазии, который отмечается 26 ноября, в средней школе номер 3 города Сухум прошел интеллектуальный конкурс среди учащихся старших классов «Умники» и «Умницы». Юные знатоки конституционного права и истории Абхазии соревновались в эрудиции, продемонстрировали глубокие знания и блестящие способности. На конкурсе побывала Ульяна Рыжкова. «Умники и умницы» – телевизионная гуманитарная программа, по мотивам которой среди школьников столицы был проведен ежегодный интеллектуальный конкурс. Первым этапом был отборочный тур, который прошли 21 человек. Вопросы были не только по Конституции, но и о выдающихся лицах в нашей истории и дипломатии. Все эти темы не входят в школьную программу. Подготовка к конкурсу была по дополнительным занятиям и литературе. Мы говорим не только о Конституции, которая досталась таким большим трудом абхазскому народу. Сегодня мы говорим о народной дипломатии. Как же осуществлялись суды, народные сходы в 19-18, в древние времена, к какому решению приходили старейшины, о народной философии абхазов, о публичной демократии. Очень много интересных фактов. Есть и легенды, есть и факты, но с большой любовью и с большим интересом и учителя, и дети мы это в школе не проходим. Это дополнительная литература, которую они очень хорошо усвоили и прочли. Им даже больше, чем статьи Конституции, им интересна стала эта тема. Конкурсная программа проходила интерактивно, царила атмосфера интеллектуального азарта. Вопросы были не из легких, но большинство участников легко справились с ними и получили свои награды. Если в телевизионном шоу победитель всего один, то в конкурсе среди учащихся города Сухум отберут 7 сильнейших. Представлял Абхазию в Союзе Объединенных Горцев Кавказа. О ком идет речь? Семен Ашхацава. Верно. На все 3 вопроса ответила верно. Она является победителем, умником.
Ариана Тапурия, учащаяся средней школы номер 3, признается, что начала готовиться к конкурсу аж с сентября месяца. Сегодня она одержала победу в интеллектуальном поединке и стала одной из умниц. Мне очень повезло тем, что эти были для меня очень легкие вопросы, я с ними справилась. Я считаю, что он обязан даже это знать. Это элементарные вопросы. Мы проживаем в этой стране, каждый человек должен их знать. Отличившиеся участники были награждены орденами и медалями. Этот конкурс – доказательство того, что молодое поколение интересуется и ценит знания о своей стране и ее законах. Ульяна Рожкова, Камила Джопова, Абхазское телевидение. 11 водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии, выявлены сотрудниками ГАИ в ходе очередного спецрейда. Двое отказались от медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Кишебян Эдуард Каренович, 2006 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Бгеус Саид Витальевич, 1997 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Тарба Беслан Михайлович, 1988 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кононов Владислав Викторович, 1991 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Габни Рустам Нурбеевич, 1993 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Фурсенко Александр Владимирович, 1961 года рождения, житель города Новый Афон, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Барцыц Алмаз Заканович, 1977 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Агарба Мурат Джамалович, 1992 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Зинченко Владимир Николаевич, 1978 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Папаскири Энрике Даурович, 1997 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Куртаметов Ринат Ахмедович, 1999 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абиджба Альберт Руфбеевич, 1966 года рождения, житель города Гудаута, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Заранди Аслан Нукзарович, 1981 года рождения, житель Глырыбского района, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявляет о старте приема заявок на конкурс среди журналистов и блогеров республики. «Взгляд-2024» имени Героя Абхазии, фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева, приуроченный к 15-летию представительства Россотрудничества в Абхазии. Номинации «Взгляд-2024», лучший телевизионный материал, лучший радиоматериал, лучший печатный материал, лучший материал на интернет-ресурсах, личных блогах, деятельность представительства Россотрудничества в Абхазии и традиции российско-абхазского культурно-гуманитарного сотрудничества, общие страницы истории российского и абхазского народов, специальная номинация «Тематика СВО». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 23 и 24 ноября на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье временами дождь, гроза, в горах снег. Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.